Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Представлюсь, меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь методистом Института развития образования, методистом лаборатории развития культурного образования. Представлю свою коллегу Ванду Светлановну Попова, методист Центра развития общего образования, воспитания и социализации личности. Тема нашего сегодняшнего вебинара будет посвящена юбилейным датам, посвященным 25-летию Конституции Республики Коми. Настрой, пожалуйста. Так, давайте рассмотрим методические рекомендации по проведению открытых уроков, посвященных Конституции Республики Коми на уровне начального основного образования. В младших классах у учащихся происходит формирование ценностного отношения к политико-правовой культуре общества, а также основ правового мышления. Учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций Республики Коми изучают следующие базовые понятия, такие как гражданин, государство, законы, государственные символы Республики Коми, флаг, герб, гимн, Конституция Республики Коми. И рекомендуемыми формами уроков, открытых уроков по теме Конституции Республики Коми для учащихся 1-4 классов будут следующие. Это интервью, викторина, заочная экскурсия, урок-выставка, урок сочинения. Надо сказать, рекомендуемыми творческими заданиями по данной теме будут: первое – написание законов для класса. Второе творческое задание – это написание законов с целью благоустройства родного города, села. Третье рекомендуемое творческое задание – это написание сочинения рассуждения «Жизнь без законов». То есть учащиеся начальных классов могут пофантазировать, какова же будет жизнь, если не будет законов, правил для обязательного выполнения. Что же будет тогда? Следующее творческое задание – это организация выставки плакатов «Мы – граждане Республики Коми». Следующее, пятое творческое задание – это конкурс рисунков «Государственные символы Республики Коми». Здесь могут быть представлены государственные символы городов, районов, сел, да, то есть поле для творчества очень большое. Сейчас давайте мы кратко рассмотрим методические рекомендации по проведению открытых уроков, посвященных Конституции Республики Коми для учащихся основной школы. Учащиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций Республики Коми изучают правовой статус Республики Коми, Конституцию Республики Коми, органы государственной власти Республики Коми, Госсовет Республики Коми, государственные символы Республики Коми, гербы городов и районов Республики Коми. И рекомендуемыми формами открытых уроков по теме Конституции Республики Коми для учащихся основной школы, для учащихся 5-9 классов является: первое – это деловая игра, второе – это интервью, третье – это диспут, далее заочная экскурсия. Вот стоит более подробнее несколько слов скажу по поводу интервьюирования. Важно, чтобы учащиеся заранее подготовились к интервью с представителем государственной власти, который придет на открытые уроки. То есть учащиеся должны заранее подготовить вопросы, которые они будут задавать. Это очень важный момент. Рекомендуемыми творческими заданиями по данной теме для учащихся основной школы является: первое – написание реферата по теме из истории Конституции Республики Коми.
Второе – это написание сочинения по теме «Как я пользуюсь своими правами». То есть в данном сочинении учащимся предлагается раскрыть, во-первых, содержание статей некоторых Конституции, да, а во-вторых, использовать, как он в жизни использует вот эти законы. Да. И третье творческое задание – это анализ статей Конституции Республики Коми. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это о методических рекомендациях по проведению уроков, посвященных Конституции Республики Коми, для учащихся уже старших классов, то есть 10-11 классы. Учащиеся старших классов изучают, во-первых, правовой статус Республики Коми, также Конституцию Республики Коми. Более подробно в старших классах изучаются органы государственной власти Республики Коми, органы Государственный совет Республики Коми и также государственная символика Республики Коми. Рекомендуем в форме уроков по данной теме для учащихся старших классов могут быть следующие. Это, как и для учащихся основной школы, это интервью, также это дискуссия, конференция и дебаты. Рекомендуемыми творческими заданиями по данной теме для учащихся старших классов является первое – дебаты на тему «Конституция Республики Коми. Гарант законности». Второе – это написание сочинения эссе на тему «Кто такой гражданин?». Ну, напомним, да, сочинение эссе это свободное сочинение, да, на обозначенную тему, где учащиеся должны раскрыть вообще, что такое гражданин, кто может быть гражданином и так далее. Третье творческое задание – это исследовательская работа на тему «Конституция Республики Коми». Ну, пользуясь случаем, я хочу вас всех поздравить с этой юбилейной датой, 25-летия Конституции Республики Коми. И хочу передать слово своей коллеге Ванде Цветановне. Она более подробно вам расскажет о Конституции Республики Коми и еще дополнит мое выступление. Я вас хочу поблагодарить. Спасибо вам. Передаю слово Ванде Цветановне. Спасибо, Евгений Викторович. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, вот такое хорошее настроение в преддверии такого замечательного праздника для республики, значимого праздника. А будущее нашей республики и, конечно же, тех народов, которые проживают на территории, всецело зависит от того, каково его потомки, сыновья и дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили свое отечество не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать традиции. История народов, проживающих на территории Республики Коми, сложная, трудная, героическая. Наша культура богатейшая, она сильна своим духом. У республики великое прошлое, и будущее ее должно быть тоже великим. Молодые поколения сердцем и душой призваны понимать закон, культуру, традиции, трепетно любить свою малую родину, у которой особая стать, особая душа, мужественная, закаленная, благородная и прекрасная республика, и сердце ее великодушное, отзывчивое на доброту и красоту. В связи с юбилейной датой в отделе краеведческой национальной литературы Республиканской национальной библиотеки открылась выставка, юбилейная выставка. Называется она «Олан Подув. Главный документ Республики Коми». И выглядит те экземпляры на выставке именно вот таким образом. Как сообщили в Национальной библиотеке, наиболее ценными на выставке является экземпляр первой Конституции Коми СССР 1937 года на коми и русском языках. Документ относится к редкому фонду и бережно хранится в краеведческом отделе. Конечно же, педагоги могут сходить и на экскурсию, как возможно, более близко познакомиться, ощутить именно, послушать тех людей, которые работают непосредственно над этой выставкой и над содержанием ее. И как рекомендация можно сказать о том, что данные методические рекомендации, которые мы подготовили, они уже разосланы. Наверняка вы уже некоторые уже с ними познакомились.
И адресованы наши методические рекомендации это воспитателям, классным руководителям, учителям начальных классов, учителям-предметникам, которые организовывают внеурочную деятельность школьников, учителям истории и обществознания, старшим вожатым, возможно, это и педагоги-организаторы, и другие категории, которых мы здесь не указали. И сами методические рекомендации, они выстроены по разделам. Каждый раздел имеет свое название. В приложении есть материалы дополнительные, которые вам помогут и обеспечат организацию бесед, дают вам практический материал, который вы можете использовать, в том числе и во внеурочной деятельности, не только на этом открытом занятии. Сам авторский конспект занятий по гражданско-правовому просвещению, который так и называется «Конституция Республики Коми», он находится в приложении, в этих методических рекомендациях. Конституция Российской Федерации вообще в целом это основной главный закон нашего государства, регулирующий отношения людей в обществе. Она определяет основы общественного строя, права и обязанности граждан, систему государственных органов, общие правила и все остальные законы страны. Конституция Коми Автономной Советской Социалистической Республики принята 23 июня 1937 года и действовала она до мая 1978 года. 17 февраля 1994 года новая Конституция была принята Верховным Советом Республики Коми и после опубликования ее 10 марта вступила в силу. По своей компоновке текст Республиканской Конституции соответствует структуре Конституции Российской Федерации. И это соответствует принципу признания верховенства Российской Конституции и федеративному характеру российской государственности. Государственная политика в области образования основывается на принципах приоритета отечественных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. При этом важным признается воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, трудолюбие, любви к окружающей природе, родине, семье. В силу этого гражданско-правовое воспитание личности относится к числу ключевых задач для развития Республики Коми. В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме видит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин консолидирующую базу нашей политики. А одно из важнейших условий организации гражданского правового просвещения – это создание положительного эмоционального отношения к праву у учащихся. И этому способствует раскрытие его общественной значимости и интересное содержание самой деятельности. Другим важным условием является обеспечение каждому школьнику активной позиции, то есть предоставление им возможности проявлять инициативу, предприимчивость, самостоятельность, независимость. Активная позиция способствует более глубокому осознанию, усвоению учащимися правовых норм, обостряет чувство ответственности, укрепляет связь с коллективом. Следующее важное условие организации деятельности по гражданско-правовому просвещению – это систематический анализ и оценка уже выполненной работы. Любое мероприятие должно завершаться его анализом и оценкой действий каждого участника. Это способствует улучшению организации такой деятельности и формированию здорового коллектива, оптимизирует процесс формирования нравственного и правового сознания подростков. Основными формами гражданского правового просвещения, конечно, это является прежде всего аудиторные занятия, о которых вам подробно сказал уже мой коллега Евгений Викторович. Педагогам еще необходимо помнить о том, что государственные символы – это неотъемлемая часть истории и культуры любой страны. И гордость за свою родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка. Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества, своего родного края. Ознакомление с важнейшими государственными символами традиционно входит в содержание патриотического воспитания в целом. Вместе с тем оно является важной частью правовой культуры человека и гражданина.
В современных программах воспитания и образования говорится о необходимости воспитания детей гражданами России, формирования сознания своей сопричастности к судьбе Родины. Сегодня в мире насчитывается более 400 государств. Каждое государство, республика и даже города имеет свои отличительные знаки и символы. Именно они в емкой и образной форме выражают идеи государственного единства граждан и смысл атрибутов той или иной страны. На занятиях важно формировать у учащихся такие понятия, как честь и достоинство. Для этого можно привести тексты литературных произведений, можно предложить учащимся анализ и последующее обсуждение высказываний различных писателей о родине и коми крае. Знания по теме символы коми края очень важны. Конституция Республики Коми, она предполагает и предусматривает именно признание учащимися основных правовых и культурологических знаний и формирование основы правовой культуры будущего полноправного гражданина Российской Федерации, приобщение к ценностям отечественной культуры. А каким образом выстраивается этот процесс, мы, конечно же, тоже сегодня готовы предложить некую структуру занятия с использованием осмысления тех ценностей, которые мы должны передать детям. Беседу с учащимися о юбилейной для республики дате можно начать с прочтения лирического произведения о любви к родному краю. И во вступлении на занятие можно предложить детям обсудить текст стихотворения. Сегодня мы можем много различных текстов предложить в качестве образцов для того, чтобы можно было их использовать в тексте. Я сегодня обращаюсь к тем строкам, которые были посвящены тоже 100-летнему юбилею Республики Коми, тоже такой знаменательной дате, и автор стихотворения Станислав Пахтушкин. Итак, заснеженная, щедрая, лесная, бурлящих рек, крутые берега, таежная от края и до края, земля зырян, ты сердцу дорога, брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багульника настой. Не дышим мы, а пьем благоухание твоей земли суровой и лесной. Здесь юных лет все дорого и мило. К столетию вместе будем мы идти, чтобы обрести невиданную силу для дальнего нелегкого пути. Как в гимне том: «Союз нас наш нерушимый, единой стали нам судьба твоя. Поклон тебе, нижайший, край родимый, любимая республика моя». Очень важно получить отклик в душе ребенка, эмоционально обогатить нравственную сферу личности. А далее на занятии по гражданско-правовому просвещению поднимается проблема построения правового государства и гражданского общества в России и, конечно же, в Республике Коми. В ходе изучения этого вопроса предусмотрены такие формы урока, как урок-дискуссия, написание эссе на темы «Россия – правовое государство», «Моя любимая республика», «Гражданское общество» и другие. И завершаем тему изучением именно основ конституционного права. Обращаем внимание педагогов на понятие базовые национальные ценности российского общества. Конечно же, на них мы выстраиваем свой процесс воспитательный, образовательный по гражданско-правовому просвещению и используем положение Федерального закона об образовании в Российской Федерации. А в концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России отражен национальный воспитательный идеал, который формируется благодаря именно переживанию, переосмыслению ценностей в своей душе учащимися. И урок, посвященный изучению Конституции Республики Коми, он направлен на развитие и воспитание именно той задачи, того идеала, который является компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. Важной задачей гражданско-правового просвещения является формирование понимания учащихся сущности патриотизма, как социального чувства, как особого эмоционального переживания своей принадлежности, сопричастности к судьбе своей страны, к своему родному краю, к своему гражданству, к своему языку, к своим традициям и готовность
подчинить иногда свои частные личные интересы интересам страны, интересам народа и ближнего своего. Хотелось бы немножечко добавить, что важным заявлением, которое прозвучало от министра просвещения Ольги Васильевны, которая считает, что именно национальный проект образования призван решать важнейшие задачи социально значимого характера. Первое, мы должны подготовить социально ответственного гражданина, который будет жить здесь и управлять страной, которую он любит, которая называется Родиной, Россией, матушкой. Заявила она на панельной дискуссии. Вторая задача – это возвращение российской системы образования в десятку лучших, то есть на те же позиции, на которых она была всегда. Но при этом вернуться надо уже в обновленном качестве, уверена министр просвещения, поскольку современные вызовы уже не такие, как были раньше. И очень важное заявление, которое звучит таким образом: мы должны сделать наших детей счастливыми. Это очень важная задача. Возможность познания счастья, возможность познания само по себе дает ощущение счастья, которое не сравнится ни с чем, уверена Ольга Васильевна. И эта задача является социально значимой. Министр просвещения напомнила, что важно прежде всего воспитывать личность и растить творцов. Ну а открытый урок с приглашением гостей, который посвящен юбилейной даче для нашей республики, очень значимой, это, конечно же, является формирование понимания учащихся сущности патриотизма в целом, как особого эмоционального переживания своей принадлежности и сопричастности к судьбе своей страны, к своему родному краю, к своему гражданству. И чтобы данное занятие, которое мы постараемся опубликовать, которое разослано для образовательных организаций в методических рекомендациях, оно, конечно, направлено на среднее и старшее звено в большей степени. Конечно, наша задача еще показать то занятие, которое можно будет провести в начальных классах. Но это, я надеюсь, что это дело будущего. Со временем мы предложим конспект занятий для начальной школы. Но вот в данных методических рекомендациях важной задачей гражданского правового просвещения является формирование именно элементов исследовательского метода, которое выстроено в логике системно-деятельностного подхода и направлено занятие на самостоятельный поиск, постановку учебных задач, освоение и самостоятельное выполнение контрольных действий. Ученик может проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества. Применение разнообразных приемов на занятии создает условия, позволяющие актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать на активную учебную деятельность. И цель урока является формирование у школьников гражданской идентичности посредством изучения Конституции Российской Республики Коми. Значит, государственная политика в силу гражданско-правовое воспитание личности относится к числу ключевых именно в гражданско-правовом просвещении в Республике Коми. А вот что касается структуры занятия, я здесь на этих слайдах попыталась определиться с этапами, со структурными элементами занятия и посмотреть содержательно, какие задачи решаются на каждом из этапов. На первом этапе, на организационном, важно показать именно психологический такой вот настрой на учебную деятельность и на активизацию внимания учеников. И то лирическое произведение, о котором я говорила, его можно прочитать в самом начале. Также можно провести беседу по содержанию этого стихотворения, которое заканчивается словами «Поклон тебе, нижайший, край родимый, любимая республика моя». Чему посвящено это стихотворение? О каком событии идет речь? О чем оно? Какие чувства вызвало у вас? А что означает для человека понятие «малая Родина»? Как вы думаете, какое значение для республики событие будет иметь, которое посвящено именно 25-летнему юбилею Конституции Республики Коми? Да, празднование юбилейной даты
очень важно для нас, как для граждан, которые сегодня формируются. И вот второй этап – это проверочный. Задача его понять, каков же опыт, жизненный опыт, какие же первичные знания есть у ребенка по данной теме. И мы стараемся, чтобы на втором этапе, там, где мы, который имеет проверочные задачи, предлагаем детям побеседовать и поразмышлять. Как вы думаете, что мы должны знать о своей республике? А каких знаний нам не хватает на сегодняшний день? Что необходимо знать людям, чтобы жить в мире и согласии друг с другом? И вывести детей на понимание, что очень важно соблюдение закона и правопорядка. И почему же Конституция именно является основным законом нашей Республики Коми? Следующий этап подготовительный. На подготовительном этапе обеспечивается мотивация и принятие учащимися цели учебной деятельности. Очень важно, чтобы здесь стоял проблемный вопрос, эвристический вопрос, и чтобы мотивация состоялась именно на основе того, опять же, имеющегося опыта. Поэтому, конечно, учитель может рассказать в своем сообщении о некоторых приоритетах сегодняшнего занятия, о чем оно будет, дать какие-то определенные установки, сказать о том, что строить гражданское общество, конечно же, помогают те люди, которые трудятся в республике, которые особо имеют достижения в науке, в культуре, в общественной сфере, в органах государственной власти. И, возможно, на занятии на открыто могут присутствовать такие вот люди, которые действительно значит для республики, очень много делает для нее и выполняет определенные функции. Поэтому вот если на нашем занятии присутствуют гости, мы, конечно же, можем дать им слово, а можем сказать о том, что сегодня они послушают вас, а после занятия также будут разговаривать с вами, общаться, вы можете им задать те вопросы, которые вас волнуют. На четвертом этапе важно, чтобы новые знания были усвоены через деятельностный подход. И для этого необходимо использовать самостоятельную работу. И самостоятельная работа, она может заключаться в том, чтобы ребенок попытался осмыслить, опять же, дать определение какому-нибудь понятию. А также может быть работа выстроена через групповые задания. Я рекомендую на групповое задание дать детям заполнить таблицу. А каждая группа выполняет одно же задание. А потом когда мы сверяем ответы, мы смотрим, каким образом справилась та или иная группа, в чем выявилось затруднение и какие, возможно, в дальнейшем нам необходимы источники информации для того, чтобы информацию получить более полную. В таблице мы можем спросить у детей: законодательная власть Республики Коми, чем она представлена, каково количество депутатов, из кого формируется законодательная власть республики, чем занимается законодательная власть в республике. И вот здесь как раз мы выводим ребенка на понимание того, что законодательная власть Республики Коми принимает Конституцию, порядок проведения выборов главы Республики Коми, заслушивает отчеты главы Республики Коми и правительства, выполняет законотворчество. И каким же образом мы эти знания можем получить? И если нам знаний не хватает, какие источники нам для этого необходимо использовать. Следующее задание. Мы можем попробовать свои знания связать с ситуацией Республики Коми. А для этого мы можем выступить, опять же, в роли исследователей. А групповая работа может быть построена таким образом. Мы предлагаем детям сформулировать некую свою идею через предложенные тезисы. Одной из актуальных проблем в настоящее время является, продолжите мысль, особое значение приобретает вопрос. Социальная значимость темы определяется, интерес к проблеме обусловлен. И таким образом может быть организована коллективная дискуссия, которая может называться «Что необходимо для того, чтобы наша республика процветала?» и вывести детей на тему, что в основе всего это активность, это творчество, это труд, это инициатива, это гражданская и моральная ответственность людей за выполнение тех или иных поручений, которые им даются. И, конечно же, здесь от каждого жителя Республики Коми зависит результат.
Чтобы закрепить знания и способы действий, необходимо поработать самостоятельно. Каким образом может выстраиваться самостоятельная работа по методу исследовательской деятельности? Мы учим детей формулировать гипотезу. Гипотеза может выстраиваться по принципу «предположим», «допустим», «возможно», «что если». И когда дети самостоятельно сформулируют свою гипотезу, мы можем предложить детям озвучить по желанию, что у них получилось, у кого какие будут предложения. Потом выводим детей на общий вывод по тем формулировкам, которые они предложили на дискуссию. Следующий этап, он является обобщающим и систематизирующим. И здесь можно детям предложить вывести на слайде викторина, которые будут связаны именно с знаниями Конституции Республики Коми. Также это может быть некий плакат, который предлагается детям. Естественно, у детей, может быть, будет недостаточно знаний и правильных ответов, но тем не менее, опять же, происходит мотивация на то, чтобы дети к следующему занятию на эти вопросы викторины уже были более подготовленными и сумели продать правильные ответы. Еще раз вспоминаем, когда была принята Конституция Республики Коми. Источником власти Республики Коми является, конечно же, это ее многонациональный народ. Народ в Республике Коми осуществляет свою власть. Каким образом? Непосредственно, а через систему государственных органов и местное самоуправление. В какой статье об этом говорится? Высшим непосредственным выражением власти народа в Республике Коми является какой орган? Референдум Республики Коми и свободные выборы в органы государственной власти Республики Коми. Опять же, в какой статье об этом говорится? Государственная власть в Республике Коми осуществляется на основе чего? Разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Статья 8. Государственный совет Республики Коми является постоянно действующим высшим и единственным представительным и законодательным органом власти Республики Коми. Государственный совет избирается на сроком. На какой срок? На 4 года. Статья 71. Депутатом Государственного совета Республики Коми может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста. Какого возраста? Возраста 21 год. Принимается Конституция Республики Коми, вносит в нее изменения или дополнения. Что за орган? Государственный совет Республики Коми. А законы Республики Коми принимаются кем? Государственным советом Республики Коми. И таким образом, если у детей возникают сложности с подачей правильных ответов, то мы обращаемся снова к детям, к тому, чтобы дать им работу на самостоятельное изучение тех или иных вопросов. Пятый этап является уже контрольным. На этом этапе происходит анализ успешности, достижения целей и перспективы последующей работы. Например, приведите примеры из жизни, когда вам недостаточно было знаний по тому или иному вопросу, связанному с правом и законом. Дети применяют свои уже знания. Говорят о том, что опыт их говорит о том, что им недостаточно этих знаний. А какие же качества необходимо развивать в себе для того, чтобы послужить своей родине, Республике Коми, в настоящее время и в будущем? И здесь мы говорим, что те народы, которые проживают на территории Республики Коми, они прежде всего связаны с пониманием необходимости развивать, быть заинтересованы в том, чтобы наша культура развивалась, чтобы наш закон соблюдался, чтобы люди были ответственными, честными гражданами. Ну а как наша республика изменилась за последние годы? Что необходимо сделать для того, чтобы она процветала? Мы видим новые улицы с новыми домами. У нас очень много действительно новостроек сегодня. Это говорит о том, что есть потребность у республики в том, чтобы наша республика привлекала к себе новых людей, которые могли бы созидать, которые могли бы действительно улучшать свои жилищные условия. Жилищные условия не только в своих семьях, но и условия для того, чтобы развивались предприятия и
все сферы деятельности, в том числе и социальная сфера. И, конечно, для этого делает очень много глава Республики Коми, депутатский корпус и все те люди, которые граждане честно и добросовестно трудятся на своей Коми-земле. И на последнем этапе, на рефлексивном этапе мы приводим возможность, именно даем возможность ребятам высказаться о том, что, какие знания они получили, возможно, что этот урок дал им для будущего, с чем справились ребята, о чем задумались, что для них было оказалось трудным, что порадовало. И что запомнилось больше всего на занятии. Здесь, конечно, принцип безоценочности очень важен. Мы не оцениваем, мы не осуждаем за незнание. Мы анализируем именно понимание того, над чем трудился ребенок, в какой роли он выступал, было ли ему полезно. И это очень важно. И, конечно же, изложенные этапы, они могут по-разному комбинироваться в зависимости от педагогических ситуаций. Каждый педагог творчески может подойти к этому процессу. Но самое главное, чтобы этот урок, он принес пользу детям, и чтобы морально ребенок был удовлетворен, а учитель, конечно же, тоже был доволен результатом своей деятельности и эффективному общению и выстраиванию именно тех позиций, которые важны в нашем учебно-воспитательном процессе. Благодарю вас за внимание. Наш сегодняшний вебинар подходит к концу. Также в методических рекомендациях вы можете познакомиться с другими материалами и требованиями. Есть лирические произведения, о которых я сегодня говорила. Они все точно так же зафиксированы в методических рекомендациях, предлагаются вам для дальнейшей работы. И после того, как закончится карантин, я надеюсь, что эта дата она обязательно будет отмечена в образовательных организациях Республики Коми. И надеюсь на дальнейшее наше с вами сотрудничество. Поэтому приглашаю вас к сотрудничеству, даю вам контактные данные на этом слайде. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всего доброго.